Жители Туркменистана лишились возможности использовать последнее работавшее в стране мобильное приложение для обмена сообщениями – Аймо. Аймо больше не работает, а все остальное давно заблокировано. Даже иностранные телеканалы пропадают из интернета. Мы уже около недели не можем смотреть Евроньюз, сообщил Азатлык, житель Ашхабада 3 августа. Пользователи постоянно обращаются в Туркментелеком, но качество связи не улучшается. Многие покупают более дорогие пакеты услуг и платят более высокую цену, но и это не помогает. Более дорогие новые услуги не обладают свойствами скорости интернета, констатирует Азатлык. Чем сложнее дела в экономике, тем жестче становится репрессия, очевидно. Напомним, что в мировом рейтинге скорости интернета 2023, подготовленном британской компанией Cable.co UK, Туркменистан со скоростью 4,4 мегабитов в секунду занял 206 место из 220. Примечательно, что такие мессенджеры, как WhatsApp и Viber, уже давно недоступны в этой стране, так же, как и социальные сети и видеосервисы Facebook, Twitter, YouTube. Веб-ресурсы крупнейших онлайн-изданий и иностранные СМИ, пишущих о Туркменистане, также не открываются внутри страны без VPN. Кроме того, перед проведением домашнего интернета от граждан требуется поклясться на Коране о том, что они не будут пользоваться сервисами VPN. За сотрудничество с независимыми изданиями человек может получить реальный срок. Там, естественно, по надуманным обвинениям. Ранее независимая новостная и правозащитная организация Turkmen-News сообщала, что по состоянию на осень 2022 года в Туркменистане были недоступны около 2,5 миллиардов IP-адресов, а за полгода под блокировку попали еще около полумиллиарда адресов. Всего в мире насчитывается около 4 миллиардов IP. Таким образом, в Туркменистане в настоящий момент под блокировкой находятся 3/4 всего глобального интернета. Интернета практически в стране уже не осталось. Люди, я не знаю, каким чудом выходят, все равно находят какие-то все еще не убитые VPN-сервисы, кусочками, отрывками посылают информацию.